Наталья Радченко – фитнес-тренер, имеет 2 студии в городе Покровске и в поселке Махсагаллохе. Серьезно занимается кроссфитом уже 2 года. Как-то в марте ей поступил звонок от Минспорта с предложением принять участие в играх народов Якутии, которые нынче пройдут в селе Барагонца. Я сразу же согласилась, потому что я уверена в себе и в своих возможностях. Наталья и еще 3 хангаласских спортсмена войдут в команду Улуса по новому виду состязаний на играх народов Якутии. Многоборье по комплексу «Готов к труду и обороне», сокращенно ГТО. Там у нас будет 5 дисциплин. Это 2 километра, 60 метров, подтягивание. Подтягивание женщин-то с низкой перекладиной, а мужчин с высокой. Метание гранаты и стрельба из пневматического оружия. Тренируется Наталья Радченко практически ежедневно. Утром бег от 5 до 15 километров, затем силовые упражнения, плюс 2 раза в неделю тренировки по стрельбе. А в Центре единоборств Хотой в городе Покровске спортсмены помладше готовятся к участию в летних спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке. В сборную Якутии вошли 15 юных хангаласов, которые будут соревноваться по таким видам спорта, как тэквондо, дзюдо, самбо и куреш. По тэквондо сейчас у нас занимаются по возрасту «Дети Азии», которые прошли отбор здесь в Покровске. 4 ребят, 2 девочек, 2 мальчика. И 1 с актемского филиала, там 1 парень есть. Они отборочные прошли еще в декабре. Ангелина Евсеева занимается тэквондо 6 лет. В этот вид спорта привела ее мама. И девочке понравилось. «Дети Азии» для Ангелины – первое большое спортивное мероприятие. Тренируется она 6 раз в неделю по 1,5–2 часа. При этом еще и готовится к ОГЭ, так как заканчивает 9 класс. На самом деле учеба и спорт – это 2 занятия, которые занимают очень много времени, но я умудряюсь как-то это совмещать. Я люблю эти 2 занятия, поэтому не вижу большой проблемы, чтобы совмещать что-то с другим. До начала игр «Дети Азии» все 15 спортсменов Центра единоборств Хотой должны успеть съездить на учебно-тренировочные сборы. Ближайший выезд намечен на середину июня. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.